Соглашение между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан было подписано в 2017 году. Срок действия данного соглашения истек в декабре прошлого года. Поэтому парламент Абхазии ратифицировал дополнительное соглашение о сотрудничестве до 2022 года. Согласно документу, граждане России, постоянно проживающие на территории Абхазии, получают бесплатные лекарственные препараты. К льготникам относятся инвалиды 9 категорий. Дети, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны 41-45, ну, у нас их немного. Остальные категории чернобыльцы, тыловики. Ну, в нашей республике таких людей не было. И поэтому основной акцент был сделан на инвалидов нашей Отечественной войны, народа Абхазии. В настоящее время более 8 тысяч человек получают бесплатно лекарственные препараты на сумму 50 миллионов рублей в год. Схема работает следующим образом. Льготники приходят в поликлинику по месту жительства с амбулаторной картой, копией российского паспорта и документом об инвалидности. Здесь врачи проводят обследование и выдают необходимые рецепты. Что мы им выписываем? Если это терапевт, мы выписываем в основном гипотензивные препараты идут. То есть хроники, которые постоянно получают какие-то препараты. И инвалиды войны, у них очень много отдаленных последствий закрытой черепно-мозговой травмы, то есть они получили контузию головного мозга во время боевых действий, поэтому их ведут невропатологи. Там очень много различных препаратов, таких как цитофлавин, церебролизин, то есть они проходят 2 раза в год курс лечения. Очень много больных с сахарным диабетом. Они получают различные там диабетон, метформин. Проблемы, конечно, у них какие? Очень дорогие вот эти вот палочки, так, для определения сахара. Поэтому, конечно, они к нам приходят 1 раз в 3 месяца, мы им по мере возможности это все выдаем. После выдачи рецептов граждане, попадающие под категории, обращаются в государственные аптеки. Именно в них им бесплатно выдают жизненно необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия. Такие аптеки есть в Сухуми, Гагре, Гудауте и Ачимчире. Льготники отказались говорить на камеру, однако в личной беседе сетовали, что бывают случаи, когда они приходят за лекарствами, а их нет в наличии. Кроме того, препараты приходят с задержкой. Начальник управления фармации Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии прокомментировал причины подобных случаев. Мы получаем препараты из расчета квартальной потребности. То есть мы свои заявки отправляем в Российскую Федерацию, подтверждаем из расчета на 1 квартал. Если в начале месяца мы сформировали заявку на то, чтобы подтвердили, нужно определенное время, это в районе 2 недель. После подтверждения уже финансирование. Процедура чуть занимает время. И поэтому мы, когда закупаем лекарственные препараты, есть определенный плюс в размере, может быть, 5-10% количества препаратов больше, потому что вот этих пробелов чтобы не было. Но чтобы 100% мы говорили, что, чтобы все препараты, да, бывают случаи, но эти случаи, они не относятся, к тому, что там пришел человек и ничего не получил. Как нам пояснили, если в день обращения не было лекарства, то надо немного подождать. Как только препараты привезут, льготникам обязательно сообщают. Как правило, лекарства закупаются раз в квартал. Если льготник за 3 месяца не обратился в аптеку и не взял свое лекарство, то его препарат могут выдать другому нуждающемуся больному. Поэтому управление фармацией рекомендует всем брать свои лекарства своевременно, то есть сроком не реже 1 раза в квартал. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.